Боец, прошедший Курскую битву, столетний житель деревни Канакаева Ишимбайского района Аухади Минигулов готовится встретить очередную победную весну. Призван на войну в августе 1942 года. Прошел специальную боевую подготовку. С ветераном, проявившим героизм, взявшим в плен немцев, тяжело раненым при переправе на другой берег Днепра, встретилась моя коллега Камила Камильянова. Авхадий Батыргареевич каждый день берет в руки лупу, чтобы прочитать новости из газет и журналов. Еще в школе он подрабатывал почтальоном, доставляя населению издания. Боец, чья юность пришлась на военные годы, сегодня вспоминает сражение за линией фронта. Был в городах Белгород, Старый и Новый Оскол, Орел. Участвовал в Курской битве. Немцы агрессивно вели атаку, но мы не сдавались. У нас тоже было сильное оружие. Ветеран деревни Канакаева Ишимбайского района помнит каждую минуту событий военного времени. Участвовал в оборонительно-наступательной операции на Курской битве. Отличался храбростью. В одном из боев взял в плен 2 немцев, которые вели разведку. На берегу увидел 2 пары сапог. Подошел и дернул. Смотрю, немцы лежат. Они взялись за пистолет, я оказался быстрее. С автоматом вывел 2 в наш 127-й штаб и взял в плен. Это были разведчики. Немцев пришлось преследовать до Днепра. Авхадий Минигулов был тяжело ранен при переправе с пулеметом на другой берег. Затем 9 месяцев пролежал в госпиталях. После того, как укрепил ноги, он был вновь призван на передовую. В районе Прохоровки, где Курская дуга, где сильная война шла, тяжелая война, там он как раз ранение получает. Потом его эвакуируют в город Гурьев. Он около 9 месяцев там. А потом его сопровождает, в Саритамейке он остается, потом пешком домой, хромая, в костылях. Вот, потом приезжает, несколько дней отдыхает, уже работы много, его уже приглашает работать. Победная весна 1945 года принесла в страну мирную жизнь, и седовласый земляк продолжил работу агротехником на родине. Он зарекомендовал себя хорошим специалистом как в сельском и лесном хозяйствах, так и в сфере торговли. Авхадий Батыргареевич хорошо знал наизусть и молитвы. Своих детей, внуков он научил всегда делать добро, находить счастье в работе. Каждые выходные мы приезжаем в гости к дедушке. Каждый раз, когда видим, для нас это только радость видеть его живым. В детстве я всегда, когда я видел дедушку с медалью, я им гордился. Спрашивал, что каждая медаль означает, он мне все рассказывал. За мужество и отвагу, проявленные в боях, Авхадий Минигулов был награжден орденами и медалями. Ежегодно 9 мая организуют парад перед домом, где он живет. В этом году также планируют сохранить эту традицию. Камила Камильянова, Равиль Рахимзянов, новости, Ишимбайский район.